Эфира шумас хатырсквах телехопшца. Аусура яцнацой тапсу телехопшра пресс-центр. Исна гепши ехеге, ешияшу эфира чхаку папсу телехопшра асайтача. Шибзеку хатырску коллегача. Итабу памтапшаны шахимно хыцыз. Ехепе пресс-конференция артуаз играбхедza энергылан душсырдыр рцтахуп ехепе хасас. Абснахинткар одну гапреуску министр Даур Акыйба. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады видеть вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Открывая пресс-конференцию, хочу представить вам министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Ковы. Тема пресс-конференции – итоги визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Абхазию и ряд актуальных вопросов, которые мы с вами обязательно затронем. Здравствуйте. Добрый день. Даур Вадимович, накануне завершился официальный визит в Республику Сергея Лаврова. Был открыт новый комплекс зданий посольства России в Абхазии. Также прошли встречи с руководством Абхазии. Скажите, пожалуйста, какие итоги этих встреч мы уже можем подвести? Да, вчера завершился двухдневный рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова в Республику Абхазия. Конечно, хотелось бы отметить в первую очередь значимость события, которое послужило поводом приезда министра иностранных дел. Это открытие нового комплекса зданий посольства Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что это впервые в истории нашего государства открывается посольство России. Естественно, необходимо отметить, наверное, характер наших взаимоотношений между нашими странами, между Россией и Абхазией. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня наши отношения они носят в первую очередь союзнический характер. И то соглашение, которое у нас было подписано в 2014 году о союзничестве и стратегическом партнерстве, очень много вопросов вытекают из него. На встрече по приезду Сергея Викторовича были встречи с президентом Республики Абхазия. Обсуждалось очень много актуальных вопросов для нашего государства. Обсуждались вопросы двухсторонней повестки. В первую очередь обсуждался вопрос, связанный с возможностью подписания соглашения о двойном гражданстве, об урегулировании вопросов двойного гражданства. Вы знаете, что в соглашении, которое я упомянул выше, от 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве, есть статья, которая предусматривает возможность начала возобновления процедуры предоставления в упрощенном порядке гражданства Российской Федерации. Сегодня для наших граждан этот вопрос очень актуален, потому что у нас есть большая категория людей, которая не получила гражданство Российской Федерации. Поэтому сегодня у нас идет активная работа по этому соглашению. Мы провели все необходимые процедуры по согласованию самого текста соглашения со всеми заинтересованными ведомствами Республики Абхазия. И в ближайшее время текст этого соглашения будет передан в парламент для изучения. И, соответственно, после проведения всех необходимых процедур, после одобрения этого текста соглашения, мы будем говорить о возможности его подписания. Также на встрече с президентом обсуждались вопросы, связанные с нашей государственной границей по реке Псоу между Абхазией и Россией. Ставился вопрос о возможности более облегченного режима пересечения границы, потому что мы все прекрасно понимаем, и это понимает российская сторона, что в период, когда особенно проходит пик туристического сезона, что есть небольшие сложности на границе, и все эти проблемы необходимо снимать. Обсуждали вопросы, связанные с комплексным планом, вопросы социального характера. И отрадно отметить, что во всех этих вопросах мы находим понимание российской стороны, понимание, содействие. И, соответственно, те вопросы, которые ставились нами, мы нашли полную поддержку, и, соответственно, дальше будет уже вестись планомерная работа. Ну и коротко расскажу о тех моментах нашего двухстороннего сотрудничества межмидовского.
Вот. Мы тоже проговаривали вопросы отдельно, связанные с дальнейшим признанием нашей республики, с работой, которую мы ведем совместно с МИДом России. А есть целый комплекс вопросов, которые мы проговорили, отработали. И у нас есть полная уверенность в том, что в ближайшее время эта работа даст определенный результат. Спасибо, дорогие коллеги. Вопросы? А можно уточняющий вопрос? Да. Вы сказали, сидя спросить, да, а проект договора обсуждают. Вот конкретно кто сможет получать российское гражданство? То есть это дети, молодежь, у которых родители имеют гражданство или нет? Может быть, есть семьи, у кого и у родителей нет? Можно вот подробно? Речь идет о том, чтобы граждане Абхазии, все без исключения, имели возможность получения второго гражданства Российской Федерации. Определяются категории, как это будет. Вот, в частности, если ребенок сирота или там у него один родитель. Разные бывают случаи, поэтому все вот эти моменты мы детально сейчас отрабатываем. Но в целом речь идет о возможности получения всеми гражданами второго гражданства Российской Федерации. Коллеги. У меня такой вопрос. Это уже 4-й визит Лаврова в Абхазию. Ну, каждый такой визит и какие-то выборы у нас, они всегда в Тбилиси сопровождаются ритуальными такими протестами. Но вот такого, как сейчас, по-моему, я не припомню, очень остро реагировали, там были такие слова, как цинизм, провокации и так далее. Как бы вы объяснили вот именно такую обостренную реакцию официального Тбилиси? Знаете, на самом деле риторика властей Грузии, она не меняется. Единственное, вы правильно подметили, бывают периоды, когда эта риторика немного снижается, накал ее, бывает, когда, соответственно, достигает определенного своего апогея. Конечно, визит министра иностранных дел Российской Федерации не мог не вызвать подобную реакцию властей Грузии. Хотя мы периодически напоминаем нашим соседям и их партнерам с Запада о том, что пора сегодня уже признавать существующую реальность. И что интересно, наверное, вы тоже отслеживаете ситуацию, которая сегодня происходит в Грузии. Вот не так давно попался на глаза один социологический опрос, который проводили среди населения в Грузии. Вот, и среди прочих вопросов стояло тоже отношение к Абхазии, как к независимому государству. Я вам скажу, что процент респондентов, которые выразили свое мнение к актуальности этой темы, очень низко упал. Потому что сегодня в Грузии мы прекрасно видим, и общая ситуация не такая уж и стабильная, экономическая, о которой говорят. И поэтому общество, оно, на мой взгляд, уже приняло саму мысль о том, что Абхазия никогда более не будет в орбите одного государства с Грузией. Ну, понятно, что риторика властей Грузии, она не может пока поменяться, но мы надеемся, что это тоже будет иметь свое определенное логическое завершение, над чем мы и работаем. Спасибо, коллеги. Даур Вадимович, ну раз мы заговорили о реакции Грузии, то очень интересно услышать о том, что же происходит в Женеве. В принципе, очень мало информации, как всегда, и очень часто мы слышим разговоры о том, что этот формат вообще нужно прекращать, и свое участие в нем тоже. Как вы к этому относитесь, и приоткройте нам немножко завесу-то? Знаете, женевский формат, женевская площадка, она очень актуальная площадка для нашей республики. Это тот формат, где у нас есть возможность доносить свои позиции до международных акторов, которые участвуют в этом процессе. На самом деле информации очень мало о женевских дискуссиях. В основном это такая сухая информация по итогам женевских дискуссий. Но хотелось бы действительно немного приоткрыть завесу, как это все происходит.
Вот. И более того, перед тем, как начну рассказывать, я хочу вас проинформировать о том, что я ставил вопрос перед сопредседателями Женевских дискуссий о возможности участия наших журналистов вот, в этом формате. Понятно, что есть определенные договоренности о том, что пресса не может участвовать в самих заседаниях, но по итогам уже переговорить с самими участниками, ну, я думаю, мы сможем добиться этого результата, по крайней мере, мы стараемся. Что касается самих женевских дискуссий. Женевские дискуссии, сам формат, он состоит из 2 дней. Первый день это двусторонние встречи участников. Вы знаете, что 39-я встреча, которая проходила, я впервые принимал участие в этих женевских дискуссиях. У нас проходили встречи с представителями Организации Объединенных Наций, Евросоюза, ОБСЕ, хотя ОБСЕ не участвует сегодня в Абхазии, но их представительство есть в формате женевских дискуссий. Отдельная встреча проходила с руководителем грузинской делегации. Об этом тоже подробнее расскажу. Вот. И на женевских дискуссиях у нас была возможность доносить свои позиции, как и что происходит. И вот сейчас, вот, пользуясь этой возможностью, что здесь присутствуют представители СМИ, я бы, наверное, хотел бы обратиться и к вам с одной просьбой. Актуальным вопросом в повестке женевских дискуссий в этот раз стоял вопрос, связанный с закрытием 2 контрольно-пропускных 2 пунктов пропуска. Вот. Вы знаете, очень мало информации. В основном информация, которой владеют сегодня представители Организации Объединенных Наций, Евросоюза, она, естественно, исходит от грузинской стороны. И грузинская сторона все это преподносит таким образом, что закрытие этих контрольно-пропускных пунктов влечет за собой некую гуманитарную катастрофу для жителей, которые проживают в этих населенных пунктах. И нам пришлось действительно потратить немало времени для того, чтобы предметно объяснить, что закрытие КПП, оно никоим образом не влечет за собой вот эту так называемую гуманитарную катастрофу, что властями Абхазии были предприняты все необходимые меры по усовершенствованию и дорожной инфраструктуры, и транспортной инфраструктуры. И хотелось бы заметить, что после закрытия этих 2 КПП количество переходов по основной единственной границе по пункту пропуска на реке Ингур, оно увеличилось заметно. То есть проблемы как таковой, о которой говорили в Женеве, ее не существует. То есть это надуманная проблема. Много говорилось о возможности учебы определенного количества детей в школах Зугдиди. Вот, тоже стоял вопрос, преподносился с позиции того, что абхазские власти не создали условий. На что, естественно, реакция моя была следующая. Я обратился к сопредседателям и задал вопрос. Господа, если стоит вопрос того, что семья хочет, чтобы их ребенок учился в другом государстве, это проблема нашего государства? Нет. Это вопрос частный, вопрос семьи. Соответственно, этот вопрос надо решать в частном порядке. Что касается школ, которые находятся на территории нашей страны, никаких проблем с образовательным процессом на сегодняшний день не существует. То есть школы функционируют. То есть этот вопрос тоже с повестки был снят. Просьба моя, которую я хотел бы адресовать сегодня к представителям СМИ, вот, те или иные вопросы, когда возникают, хотелось бы, чтобы все-таки более широко освещали эти вопросы. Не просто вот даже вопрос КПП, что было принято решение о временном открытии пункта пропуска, и, соответственно, мы его потом закрыли. То есть преподнести, что за этим стояло, какова реакция жителей. Потому что, еще раз говорю, у всех международных акторов абсолютно другая информация. И в этой связи вот было принято мной решение на женевских дискуссиях. Я пригласил сопредседателей женевских дискуссий. В период, когда они приедут сюда, мы вместе с ними посетим 2 вот этих пункта пропуска, чтобы у них была возможность лично увидеть
что из себя представляет этот пункт пропуска, потому что в их понимании это такая же граница, как сегодня проходит по реке Ингур. Вот. И второе, чтобы была возможность пообщаться с местными жителями и услышать самим, как местное население относится к этому пункту. То есть, есть ли это гуманитарная катастрофа или ее нет. Что касается встречи с главой грузинской делегации, грузинскую делегацию на женевских дискуссиях представляет заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондо. Мы встречались, разговаривали, говорили в целом о ситуации, которая складывается. Знаете, конечно, очень было неприятно слышать то, что сегодня руководство Грузии очень тяжело подходит к вопросу, связанному с подписанием соглашения о неприменении силы. Хотя мы сделали акцент на необходимости этого подписания. И при этом я постарался довести до понимания господина Дондуа, что пустая риторика, не подтвержденная никакими действиями, она в принципе ни к чему не приводит. Это то, что мы слышим на протяжении 24 лет. Поэтому господин Дондуа в целом тоже был согласен с этим подходом, но есть определенные вещи, по всей видимости, которые их пока сдерживают. Но мы очень активно работаем над самим проектом этого соглашения, чтобы учесть все моменты. И все-таки у нас есть надежда, что мы примем. Либо это будет совместное заявление и в перспективе подписания этого соглашения, но какие-то подвижки у нас есть. Работа в этом плане ведется. И еще один момент, о котором мы говорили, опять-таки возвращаясь к представителям СМИ, наверное, не секрет то, что сегодня и в МИДе Грузии, и в других определенных структурах, конечно же, читают и нашу прессу, смотрят наше телевидение. И поэтому каждое наше слово, то, что мы говорим, то, о чем мы пишем, это все читается, все видится. И поэтому вот еще раз просто повторю свою просьбу давать информацию объемную, которая будет раскрывать вот эти все скобки по тем процессам, которые у нас происходят. Второй день у нас проходила уже общая встреча, где участвуют все стороны. Знаете, когда речь шла о контрольно-пропускных пунктах, которые были закрыты, я в свою очередь поставил другой вопрос. И, скорее всего, он, наверное, войдет в следующую повестку. Мы говорили о том, что у нас по сей день закрыты аэропорт и морской порт, что также является воздушной и морской границей нашей страны. И если сегодня и Евросоюз, и ООН, и все остальные партнеры выражают очень глубокую озабоченность в связи с тем, что мы якобы ограничили права жителей Галского района на передвижение, я просто задал резонный вопрос: господа, а в Абхазии больше нет людей? Вы не ограничиваете наши права на передвижение в связи с тем, что 24 года по вине Грузии у нас нет возможности международного сообщения? К моему удивлению, этот вопрос тоже вызвал определенный живой интерес в кругах. То есть нам необходимо ставить вопросы. Нам необходимо не находиться в позиции людей, которые отбиваются от этих вопросов, а необходимо ставить перед делегациями те проблемы, которые сегодня действительно нас беспокоят. Их много. Продолжая тему наших восточных соседей, возникает следующий вопрос. Известно, что Грузия предложила НАТО разместить базу береговой охраны в Поте. Грузия также планирует потратить на строительство центра боевой подготовки $4 миллиона. Как сообщает информагентство «Новости Грузия», часть средств на эти цели выделяет США. Как эти действия могут отразиться на ситуации в регионе? Мы говорили на женевских дискуссиях и о военном сотрудничестве Грузии с НАТО. Естественно, мы выразили свою озабоченность с планами руководства Грузии о возможном строительстве, о возможном размещении морской военной базы
в поте. И более того, один из вариантов — это размещение его в Анаклии, что совсем находится рядом с нашими границами. Мы говорили о недопустимости таких действий. И когда грузинская сторона традиционно говорила о том, что в Абхазии увеличится российское военное присутствие, мы дали понять, что это абсолютно адекватная мера. А как? Если сегодня грузинская сторона наращивает военный потенциал, наращивает сотрудничество с блоком НАТО, на сегодняшний день Российская Федерация для нас является единственным гарантом нашей защиты, нашей безопасности. И, соответственно, абсолютно адекватно то, что мы сегодня наращиваем это военное сотрудничество. Мы его увеличиваем. Потому что это ответ на тот вызов, который есть. Хотя грузинская сторона традиционно говорила о том, что сотрудничество с НАТО, оно абсолютно не несет никаких угроз для всех тех, кто проживает в регионе. Но, знаете, мы знаем цену словам грузинского истеблишмента. И я привел пример, когда начались события в Южной Осетии в 2008 году, когда в день открытия Олимпиады была совершена агрессия в отношении юго-осетинского народа. И перед этими событиями грузинское руководство тоже вместе со своими западными партнерами, если вы помните, в один голос все уверяли, что да, как можно. Но, к сожалению, вышло то, что вышло. Поэтому здесь наша реакция была абсолютно адекватна. И, к слову говоря, когда мы говорили об этом сотрудничестве, здесь уже грузинская сторона подняла вопрос. Вы помните, прошла информация о том, что некий блогер разместил в своем живом журнале информацию о том, что в Абхазию завезли огромное количество ракетных установок С-300. Вот. Ну, знаете, тоже пришлось объяснять эту ситуацию, и российская сторона в свою очередь разъяснила, что это было, но сама подача информации, того, как вопрос формируется в повестку, вот информация, которая пришла от блогера, неизвестного блогера, в своем живом журнале, она воспринимается как абсолютно достоверная информация. Мы объяснили, что это было, что те комплексы, которые сегодня есть здесь, вы знаете, что на территории Абхазии запрещено проводить стрельбы подобного рода оружия. Поэтому периодически эти комплексы вывозятся на территорию Российской Федерации на специально оборудованные полигоны, где они проходят соответствующие плановые мероприятия и обратно уже ставятся сюда на место. То есть имело место быть именно это событие, которое также было отражено в сайте Министерства обороны Российской Федерации. То есть никаких секретов из этого никто не делает. А нам попытались это все преподнести как непонятно что. Коллеги? Пожалуйста. Ну вот на вчерашних переговорах шла речь об открытии железнодорожного сообщения в Ереван. И уже появилась в российских СМИ такая информация, что какие-то швейцарские таможенники будут стоять на наших границах. Это, наверное, вам известно. Прокомментируйте, пожалуйста. Значит, что касается швейцарских таможенников. Вы знаете, что перед тем, как Российская Федерация вступала в ВТО, было подписано определенное соглашение, по которому швейцарская компания была представлена как компания, которая будет размещаться с одной стороны на территории Российской Федерации, с другой стороны на территории Грузии, которая будет проводить определенный мониторинг грузов. Вот это было условие грузинской стороны. Это ни в коем мере не говорит о том, что представители этих компаний будут стоять на наших границах. Вот. И тем более это не говорит о том, что данный мониторинг грузов будет проходить на территории нашей страны. Это исключено. Что касается возможности открытия сквозного железнодорожного сообщения. Вчера этот вопрос также проговаривался
президент страны Рауль Хаджимба высказал позицию: да, мы готовы к открытию сквозного железнодорожного сообщения. Естественно, это хороший экономический эффект даст для нашей страны. Но здесь позиция заключается в следующем. Если мы говорим о транзите грузов, то, соответственно, уже и грузинская сторона, и все те акторы, которые будут участвовать в этом процессе, соответственно, они должны выстраивать с нами межгосударственные отношения и говорить как с равным партнером. Тут ни в коей мере не идет речь о, как это предоставляет грузинская сторона, грузинском участке Абхазской железной дороги. Этого априори нет. Железная дорога находится на территории Республики Абхазия. Мы готовы рассматривать этот проект как коммерческий. Соответственно, мы готовы договариваться со сторонами. Практически он не жизнеспособен получается, потому что Грузия признать этого не сможет, а значит... Да. Вы знаете как, мы готовы к началу этого процесса и готовы к его обсуждению. Коллеги, А российскую сторону устраивает, что у них на границе будут швейцарцы стоять? Я не Ну, это понимаю. когда ВТО Это то принято. условие, Это было давно которое договорено. было перед вступлением в ВТО. То есть здесь, еще раз повторюсь, это швейцарская компания, которая будет проводить определенного рода мониторинг за грузами. да, конечно. Я в прошлом декабре получил новый абхазский паспорт, и когда переезжал границу на Псову, Да. для эксперимента попробовал перейти по нему. Ну, российские пограничники покрутили, повертели, что это такое. В общем, этот вопрос давно, говорят, обсуждался. Еще Сергей Лавров с вашим предшественником в 2011 году подписали соглашение, по которому по внутренним паспортам можно будет пересекать границу после того, как у нас будут паспорта с достаточной степенью защиты. Ну вот последние месяцы я как-то не проверял это, но что-то я не слышал, что люди начали переходить. В каком состоянии этот вопрос? Да, вы абсолютно правы. На сегодняшний день по внутреннему абхазскому паспорту вы не сможете пересечь государственную границу. Мы предоставили информацию о нашем новом паспорте в соответствующей структуре Российской Федерации. Вот. И в самое ближайшее время информация будет передана уже на посты, и, соответственно, этот процесс будет иметь место. То есть мы сможем переходить по внутреннему абхазскому паспорту границы. То есть вопрос буквально месяца-полутора, и того меньше. Недавно стало известно лично мне, что вот некоторые студенты, абитуриенты, которые поступают в вузы России, они должны легализовать свои аттестаты у вас в МИДе и в посольстве России. Но затем почему-то эти документы отправляют в Москву на легализацию. И пока не придет ответ, студенты не могут сдавать экзамены. Знаете ли вы о таких случаях? И можно ли облегчить эту процедуру? Если посольство здесь легализует, тогда зачем отправлять документы в Москву? Я, честно, никогда не сталкивался с тем, чтобы документ, который проходит легализацию здесь, в Абхазии, отправляли еще на дополнительную легализацию в Москву. Ну, это, в принципе, противоречит как бы самому понятию легализации, так как процедура происходит в посольстве Российской Федерации. То есть у нас таких примеров в принципе не было. Может, это что-то другой какой-то момент, но никак не связан с легализацией. Вот в Гудаутской школе фамилии мне даже сказали, Квициня, Ампар, две девочки, они вот поступали, одна в Сочи, одна другая, по-моему, в Краснодар. Давайте мы уточним, вы нам информацию дадите, мы проверим, что это был за факт. Но что касается процессов легализации, все происходит здесь, на территории посольства Российской Федерации. Визит министра иностранных дел Российской Федерации завершен. Когда будет визит нашего министра иностранных дел в Россию? У нас периодически проходят межмидовские консультации. Они проходят поочередно в Москве и здесь у нас в Сухумах. Встречаются наши коллеги. Вот. У нас есть также формат более тесного общения
с коллегами, где присутствует наш посол Республики Абхазия в Российской Федерации. Что касается официального моего визита в Российскую Федерацию, мы пока не проговаривали. У меня уже была официальная встреча, вы знаете, с министром иностранных дел по приглашению российской стороны. Но могу сказать, что у нас очень тесные взаимоотношения, и те вопросы, которые у нас возникают, мы очень оперативно решаем их в рабочем порядке. Дорогие коллеги, на этом наша пресс-конференция подходит к концу. Спасибо вам большое, Даур Владимирович. Спасибо, коллеги. Телехопшцам нишкуала сыршуйты ехя хашичча Жозепсна Хинткар Радмингадри Хаусквар министр Даур Акайба. И табу пихахопшуззиге яй вахайкшараканза Абзирас.